Время подводить итоги. В течение нескольких дней конкурсная комиссия отсматривала видеоматериалы и оценивала работы. Сегодня станут известны результаты. 8-й международный кинофестиваль «Золотая башня» подошел к концу. Глава Ингушетии Махмуд Али Калиматов поблагодарил всех участников мероприятия. Всех участников хочу поздравить, всех конкурсантов, кто выиграл, потому что это большое дело. Забытая в основном, а каждая судьба. Вот мы полностью показываем эпопею, да? Мы читаем «Войну и мир», но там же каждый эпизод жизни человека, русского человека, российского человека, общества нашего. Поэтому очень важно, чтобы вот эти фильмы, которые игровые и другие формы, они доносились для людей. Поэтому спасибо вам огромное. В кинофестивале по традиции принимают участие кинорежиссеры не только из России, но и стран дальнего и ближнего зарубежья. Заместитель председателя Союза кинематографистов России отметил, что в Ингушетии успешно развивается направление кино. Я хочу просто поблагодарить республику, что она стала сегодня вообще-то центром кинематографии на Северном Кавказе. В этой республике в течение последних 10 лет несколько раз проходили фундаментальные для развития кинематографии нашей страны различные совещания. Самое последнее совещание, благодаря поддержке вашего главы, проходило здесь, в Магасе, в начале июня этого года. На этом трехдневном совещании были выработаны принципы возрождения на Северном Кавказе не только кинопроизводства, но и кинопоказа. И я думаю, что эта инициатива не просто Союза кинематографистов, она становится инициативой Республики Ингушетия. А далее самый торжественный момент – объявление победителей. Всего их 9, включая гран-при фестиваля. По традиции главный приз 8-го международного кинофестиваля «Золотая башня» – это, конечно же, прототип средневековой ингушской башни в позолоченном виде. Он вручается всем победителям, а номинаций было несколько. Документальное, игровое кино, анимация, лучшая мужская, женская роль, а еще отмечается работа операторов, сценаристов и режиссеров. Приз за лучший документальный фильм присудили режиссеру Вахтангу Микеладзе. Его забирает Ласт Гуннер. География обширная. На фестивале представлены работы практически со всего мира. За лучшую режиссерскую работу отметили фильм «Black to USSR». Фильм «Black to USSR» — это документальная лента, которая была снята в таком импровизационном ключе, поскольку я ехала к своей семье в Мозамбик. И первая и главная причина, почему я ехала, это встреча с отцом. У него были проблемы со здоровьем, а у меня как раз были разные препятствия в виде санкций, ограничений, курса доллара. И как раз пришлось в конце февраля, в начале марта организовывать экспедицию. И мы вернулись вместе с моим оператором с фильмом, который также еще, кроме Мозамбика, снимали в ЮАР. Героями стали лучший друг Нельсона Манделы, его внук Нельсона Манделы, выпускники советских вузов, которые учились в Ленинграде, в Москве, в Симферополе, в Киеве, в Одессе. В конкурсные показы были включены фильмы, прошедшие предварительный отбор. Без призового места за 8 лет существования фестиваля ни разу не оставалась и Ингушетия. Действительно, этот фильм невозможно было оставить без внимания. Это история жизни Фатимы Хашагульговой. И герой фильма Бексолт Зайнароев, человек, который фактически стоял у истока возрождения ингушской государственности. Гран-при фестиваля «Золотая башня» получил полнометражный игровой фильм «Небо». Это, по сути, первый фильм о специальной операции вооруженных сил Российской Федерации в Сирии. И первый фильм о современном герое России. Как говорит наша глава 3X Media, генеральный продюсер Инесса Юрченко, подвиг всех военнослужащих, которые выполняют задачи в
в ходе специальной операции в Сирии или в ходе специальной военной операции на территории Украины достойна экранизации. Поэтому у нас работы, как вы понимаете, очень много. И благодаря вашему фестивалю, я надеюсь, что много людей узнает о данных подвигах, и мы будем участвовать. И хотим, чтобы фестиваль продолжали проводить ежегодно. Среди лучших кинолент оказался и фильм «Афган. Грани войны». Золотую статуэтку вручает лично глава Ингушетии Махмуд Али Калиматов. Я вам хочу сказать, это уже второй этап. Товарищ, вот ваш легендарный земляк Аушев, мы говорим, генерал-лейтенант Аушев, герой Советского Союза, герой афганской войны. Второй этап войны в Афганистане он провел как раз под руководством Виктора Петровича Дубынина. И поэтому он настолько был в Дубынина влюблен как в профессионала и командира, что он постоянно работает в нашем фонде. Постоянно. Он участвовал в создании вот этого фильма и лично давал интервью. И чем отличается этот фильм, который мы представили, «Афган. Грани войны»? Это практически выступают живые легенды, которые участвовали в этих боях. Не просто придумали. У нас, извините, но иногда бывает, что человек сам нигде не был, а начинает рассказывать какие-то сказки. Так вот такие, как Аушев, Громов и много-много. Если вы посмотрите фильм, он почти весь пронизан словами людей, которые там были. Международный кинофестиваль «Золотая башня» с каждым годом все более прочно занимает свое место в киноиндустрии. Преданные зрители стараются не пропускать это мероприятие. Это 8-й фестиваль в республике и 4-й фестиваль в моей жизни, который я посетила. И с каждым годом фестиваль становится все богаче и насыщеннее. Места проведения фестиваля все разнообразнее по территориальному нахождению самой даже республики. Сегодня мы находимся в ДК «Сунши», который, помимо того, что он принимает фестиваль, он еще сегодня впервые принял зрителя после реставрации. Это необычное здание, пропитанное духом той старой школы и всего того, что здесь уже было на сцене, того, что происходило. При этом здесь все обновлено, и вот эта вот свежесть, она питает, конечно, и завораживает. Таким был 8-й кинофестиваль «Золотая башня». В следующем году его планируют провести еще масштабнее и охватить рекордное количество участников. Зелимхан Калоев, Асхаб Белакиев, Новости 24.